Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, чего он от вас добивается, чего хочет на самом деле. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Чего ты от меня добиваешься? Что тебе нужно от меня на самом деле? Я думаю, что все уже настроились, мужчину загадали. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Какие-то сцены насилия вышли, боже мой. С правой стороны, боже. Так, девчонки, чувствую, будет очень интересная отсыпка. Угу. Ну, давайте пойдем по порядку. Мужчина очень противоречивый, очень. По характеру неспокойный. Вообще неспокойный. Такое впечатление, что он еще либо формируется, до конца не сформировался, да, у него характер, какое-то даже поведение, стиль не выработался, либо он переживает какой-то кризисный период в жизни, да, как там мужчина называется, кризис среднего возраста, да, он, кстати, бывает в разные периоды. Вот, что-то его очень беспокоит. С одной стороны, очень хочется стабильности. Вот спокойствия, стабильности, какой-то размеренной жизни, уверенности в завтрашнем дне, уюта очень хочется, гармонии. Да? Вот хочу жить, все, жить в удовольствии. Не в напряге, не чувствовать себя там дикообразом, который должен эти иголки выбрасывать из себя, а, например, таким ленивым толстым котиком. Вот такой жизни я хочу. Но как эту жизнь получить, он не понимает. Ну, совершенно. От слова совсем не понимает. Вот. Отсюда у него, извините, и ПМС. Ну, чем он страдает в данный период времени. Он у вас то холодный, то горячий, то спокойный, то какой-то весь дерганный и нервный. Вот, ну действительно, ПМС в чистом виде. Мужчины, кстати, тоже им страдают. Кто бы там что ни говорил, да, у них такие состояния, кстати, почаще, чем у женщин происходят. Так, чего он добивается от вас? Любви. Любви, преданности, послушания, податливости. Вот хочется ему лепить вас. Лепить, вот как он там себе представил, такую наяду, да, вот сейчас возьму тебе, слеплю, и она живет. Но так это не работает. Это в принципе невозможно. Как можно учить уму-разуму женщину, которая, ну ё-моё, в 10 раз умнее, чем ты? И ты это понимаешь. Ну, знаете, вот я лично в шоке. То есть ученик, просто пример, да, вот как я это вижу, ученик младших классов, да, там первоклашечка, а может еще там нулевочка, да, там читать, писать еще не умеет, подходит к учительнице и начинает ей рассказывать, как правильно там вести, ну, я не знаю, процесс, да, как правильно преподавать, как правильно там доносить знания. Вот, говорит, неправильно учишь, надо вот так. Но откуда тебе знать, как правильно? Откуда тебе знать? Вы, девчонки, его на несколько голов выше. Вот честно, и по развитию, и по стойкости какой-то жизненной, и по интеллекту, и по внутреннему содержанию. Вы ему фору, ну я не знаю, на 10 лет вперед дадите. И то не догонит. То не догонит. Ему, кстати, с вами очень повезло. Просто какое-то невероятное тотальное везение. Он это понимает. Он говорит, ну да, я же, говорит, хороший человек. Конечно, мне так повезло, что я такую богиню себе отхватил. Но при этом он начинает быковать. Девчонки, по-другому тут и не скажешь. Мне не нравится его поведение. Вот честно. Ну не должен половозрелый мужчина так себя вести. Не должен. Не, ну если вы там загадали мальчика там 14 лет в процессе пубертата, ну окей, я тут могу еще понять. Но я не думаю, что кто-то ко мне пришел, да, и загадывал вот именно подростка.
Здесь взрослый вроде мужчина выходит. У него, кстати, по жизни везде так. Не только вот в любви. И в делах, в бизнесе, там, с друзьями то же самое. Ой, давайте поскакали, скачем, скачем, замотались, устали. А куда мы скачем? Зачем мы скачем? Ну, там разберемся, да, на месте разберемся. Такой вот он человек, неспокойный. Вы понимаете, слишком вы умная. Вот слишком вы умная. Слишком вы прозорливая. На 10 шагов вперед видите. Он сидит и думает, как? Вот как она это делает? Как? Вот у него в голове отложился какой-то, ну, как не клише какой-то, да, какой-то вот трафарет, да, что мужик должен быть главным. Мужик говорит, а женщина что? Молчит и подчиняется. Ну, извините, так люди, я не знаю, там 300 лет назад жили, если жили, в чем я, кстати, сомневаюсь. Вот. Кто тебя научил этому? Откуда у тебя такие обширные познания? Да? Откуда у тебя такие фантазии в конце-то концов? Вот он больше, знаете, как сам с собой борется. Отсюда и его поведение, отсюда его этот характер противный. Он сам с собой борется, девочки, сам с собой. Знаете, что может повлиять на этого мужчину очень сильно? Страх вас потерять. Вот когда он четко будет понимать, что ну все, я ее теряю, вот тогда поджилочки затрясутся. Вот тогда, знаете, как в стиральную машину попадет, там его постирают, почистят, помоют, посушат, и станет он новеньким, таким добреньким и хорошеньким. Мозги на место, к сожалению, пока не встали. Они встанут, девочки, они встанут. Не надо расстраиваться, не надо переживать, все впереди. То, что вам придется еще помучиться с ним, да, вот, ну, кто-то действительно мучается, потому что мужчина, извините, но сегодня улыбается, а завтра он отвернулся, где-то там сидит, пропадает или вообще ушел куда-то. Вот. А у кого-то мужчина действительно задергал женщину вот своими непонятками, да, своим поведением таким странным. Вот. Женщина вот так руки разводит и говорит, ну что мне с ним делать? Я-то его люблю, я-то хочу с ним быть. А как его понять, что ему надо? Что? Он даже, понимаете, мысли свои правильно изложить не может. Я сижу, вижу кашу. Кашу, смотрите. Вы, крестик, он, тут какие-то дороги, мосты, что-то там строит, ломает. Ну, такое противоречие в чистом виде. Что тут можно сказать? Такой неспокойный. Так, девчонки, ему бы реализоваться надо. Вот я вам так скажу, у него будет вот через какой-то период, ну, вы все разные, мужчины у вас все разные, да, то есть у кого-то месяц, у кого-то чуть побольше, у кого-то, может быть, даже год. Будет какая-то точка старта. Если он за эту точку зацепится, если он стартанет, но вот сам вот у него не получится. Если вы его поддержите, то он пойдет по работе, по карьере, по бизнесу пойдет. У него начнет получаться. Когда у него пойдут первые результаты, вот он подобреет. Он подобреет, и он, понимаете, вот и вы его поддержите. Он на вас будет просто молиться. Молиться, и вот по каждому, там, не знаю, случаю, да, по каждому вопросу он будет к вам прибегать и спрашивать, как мне поступить, а что мне сделать, а вот это так, а вот это сяк. То есть он к вам будет прислушиваться. То есть все на свои места станет. То есть ему сейчас, как, знаете, как доказательство надо того, что все наладится, что все будет у него хорошо, что он чего-то добьется. Вот. Пока у него пустота в жизни, да, кстати, могли быть какие-то даже потери, неудачи большие он мог пережить. Вот он и напрягается, вот его и штормит, девочки. Так, ну покорить он вас не покорит, да, под себя не подомнет, тут, ну, в принципе, такого быть не может. Но вот посмотрите даже на этот рисунок. Вот это вы, между вами мост. А вот это он, маленький зайчик. Маленький. И вы, вот видите, руками его пытаетесь поддержать, да, пытаетесь воспитать, приласкать и прочее. Девчонки, не заморачивайтесь по поводу мужчины, стойте на своем, все вы делаете правильно, кроме одной вещи. Вы как-то болезненно реагируете на его поступки. Постарайтесь немножечко отпустить ситуацию. Но вот он там бесится, из себя выходит. А вы ему так и говорите, ну, придешь в себя, позвонишь, да, либо поговорим.
Вот, и занимайтесь своими делами, занимайтесь своей жизнью, собой занимайтесь. Что же вы так на него внимание обращаете? Он с дуру бесится, а вы на каждое его, извините, там слово, поступок реагируете. Ну, пойдет об стену головой биться, ну пусть бьется. Кровь потечет, сразу к вам прибежит. Ой, голова болит, полечи меня, спаси меня. Ну, как обычно, девочки, как обычно. Это для тех, кто в паре в браке. Для тех, кто только встречается, ну что сказать, непростой период в вашей жизни. Продлится он еще где-то с полгода точно. Мои хорошие, пока он определится, да, что да, надо действовать, надо там сходиться, съезжаться, жениться и прочее, прочее. Нервы, конечно, потрепет. Но, девочки, он сам по себе не такой уж и плохой. Да? Он очень, кстати, перспективный. Только надо его, как бы это сказать, да, надо его до ума довести. Ну, если примером привести, да, представьте, он яйцо. Да, а что с яйцами делать правильно? В инкубатор их ложит, да, либо есть курочка, которая их, как наседка, да, высиживает эти яйца. Вот. Выбирайте свой способ, доводите мужчину до нужной кондиции, и все будет, мои хорошие. Все будет. Он будет меняться, будет. Но только будет меняться, если вы будете рядом, в хорошую сторону. Если вас рядом не будет, то он будет больше уходить в это беспокойство, в нервность, какую-то неудовлетворенность от жизни. Вот так будет происходить. Так что, девчонки, выбирайте, думайте, нужно ли вам вообще голову морочить с этим мужчиной. Тем более я вижу, что у вас за спиной другой стоит. У кого-то прям стоит мужик, прям копытом бьет, прям слюнки на вас пускают. Кстати, противовес этому спокойный, уравновешенный и в жизни что-то вот прям имеет, да. Там денежки у него есть, недвижимость есть, работа хорошая в руках есть. Но он скучный, понимаете, он скучный, он слишком стабильный. А вы, девчонка, азартная, вам бы нервы пощекотать, да. Ну вот представьте, да, тоже пример, если мужчины смотрят, мне крайне неудобно, да, ну вот такой я человек. Хотите, закидайте меня в комментариях плохими словами. Я просто пытаюсь объяснить максимально доступно. Пример, да, вот у вас есть выбор взять себе домой маленького щенка, которого нужно воспитывать, приучать к туалету, там, прививке, там, заниматься с ним, время проводить. Либо уже взрослую собаку, которая с сформированным характером, воспитанная, все знает, все умеет и сама даже за себя решает. Вот кого вы выберете? Вот этот новый мужчина, он похож на благородного такого пса, да, который там, медалист, чемпион, на выставку можно с ним сходить. Но он по характеру вам чужой, вы его не знаете. У него там свое, да, в голове, свои какие-то правила. А этот похож на щенка, такого милого, классного, доброго, который, знаете, то лащится, то кусает. Но щенка можно воспитать, под себя можно воспитать. Понимаете, в чем тут дело? Думайте, решайте, выбирайте. Одна вы 100% у меня не остаетесь. Вот. Он, вот этот загаданный вами мужчина, он не безнадежный. Тут 100%. На ноги он встанет, рано или поздно встанет. Вопрос, дождетесь ли вы этого момента, да? Дождетесь ли вы этого момента, поддержите. Но опять же, если поддержите, он быстрее встанет. Если отмахнетесь от него, помытарится еще по жизни, да, там пару шишек набьет, поучится, пару вил себе где-нибудь тоже найдет. Ничего. Все-таки он до своей судьбы дойдет. Здесь у нас крест вышел, но он вышел иксом. Это значит, что человек будет меняться. Надо еще ему время для того, чтобы поменяться. Если в целом сказать, чего он хочет от вас, да, он и сам не знает, чего он хочет. Вот то, чего он хочет, это невозможно. Да, невозможно вас подчинить, невозможно быть авторитетным для вас, невозможно диктовать вам свою волю, навязывать свою волю. Это невозможно. Да, вы, может, поначалу будете соглашаться, но потом вы взбунтуетесь. Но не пристало дурачку командовать над гением. В принципе. На мой взгляд, это так вот идет. Интересные у вас взаимоотношения. Вот что хочу под конец добавить, это то, что у вас есть с этим человеком будущее.
И еще маленькая рекомендация. Если есть возможность вам куда-то с ним уехать, переехать, например, да, на новое место жительства, как может быть кто-то в эмиграцию вдруг захочет ехать, вот там он будет лучше. Там он будет более поспокойней, посговорчивей. Он как-то, знаете, на своей территории он больше бесится, да, вот он как поддержку от стен родных чувствует, там, что друзья, семья и прочее, прочее. Если его оторвать от обычных, да, привычных условий, он поспокойнее станет, он будет себя чувствовать более неуверенно, следовательно, он будет больше к вам обращаться, понимаете, да, будет вам значительно проще. Но это как вариант для тех, кто, например, там думает, собирается, да, либо там обсуждает эту тему. Это было бы хорошо. Это было хорошо. Но тем не менее, я вижу, что вы еще с ним будете тут воевать, бушевать. Вот. А результат у вас хороший. Тут 2 чаши, причем одна в другой. То есть люди все-таки взаимную любовь испытывают, взаимное влечение. И будущее здесь и есть. Думайте, решайте, выбирайте. Мужчина непростой, но не безнадежный. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.